Exciting Russia. Adventures begin. В 2004 году на культурной карте России появился музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Выставочный комплекс сразу же стал достопримечательностью столицы Удмуртской республики и самым популярным музеем. Здесь проходят тематические выставки, представляющие разные грани двухвековой оружейной истории Ижевска. Вводная часть экспозиции размещена в парадном зале и состоит из образцов стрелкового оружия, от гладкоствольного ружья с ударно-кремниевым замком до автоматов Калашникова и Никонова. Постоянная экспозиция «Судьба человека» знакомит с биографией и техническим наследием всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. С экранов плазменных панелей он делится своими воспоминаниями о ключевых событиях жизни. Экспозиция условно разделена на три части: пространство жизни, пространство творчества, пространство славы. В первой части воссоздан образ той среды, в которой формировался характер конструктора. Здесь представлены личные вещи и документы из семейного архива. Начало следующего зала посвящено службе Михаила Тимофеевича и его первым изобретениям. Не случайно в теме пространства творчества раскрывается история создания автомата. Представлен рабочий кабинет конструктора на Ижевском заводе, инструменты, формы для изготовления стальных деталей автомата. За годы работы на заводе Калашников прошел путь от рядового до главного конструктора стрелкового оружия советской армии. В этой части экспозиции представлена вся унифицированная система оружия Калашникова. Если говорить об истории автомата Калашникова образца 1947 года, то она началась на всесоюзном конкурсе на создание автомата, в котором принимали участие как молодые, так уже и известные оружейники. Решением научно-технического совета опытный образец, разработанный Калашниковым, был признан лучшим благодаря высокой надежности и эффективности в работе. В 1948 году Михаил Тимофеевич переезжает в Ижевск, где начинается выпуск первых образцов, а уже в 1949 году автомат принимают на вооружение советской армии. Последняя часть экспозиции «Пространство славы» знакомит с новым этапом жизни знаменитого конструктора. В музейных витринах представлены почти все награды, книги, фотографии Михаила Тимофеевича. Иностранные варианты автомата, изготовленные в Германии, Румынии, Чехии, Болгарии и Китае. Советское правительство высоко оценило заслуги конструктора в укреплении оборонного могущества страны, дважды присвоив ему звание Героя социалистического труда, лауреата Сталинской и Ленинской премии. В 1998 году Михаилу Калашникову был вручен Высший орден Российской Федерации, орден Святого Апостола Андрея Первозванного, за выдающийся вклад в дело защиты Отечества. А в 2009 году Михаил Тимофеевич был удостоен звания Героя России. Главной особенностью музея являются интерактивные демонстрационные залы, включающие современный тир огнестрельного оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также пневматический и арбалетный тир, оснащенные мультимедийными программами. Следует обратить внимание, что посетить тир огнестрельного оружия
возможно только при наличии паспорта и документов, подтверждающих, что экскурсант не состоит на учете у нарколога и психиатра. К таким документам относится водительское удостоверение. Актуальную информацию стоит уточнить на сайте музея. Это был краткий обзор музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Продолжайте путешествовать вместе с нами.